Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на месяц декабрь. Давайте посмотрим, что ждет вас в декабре, что по судьбе с вами случится. Загадайте на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какие цветы! Прям лотос вышел, ну надо же! Какой необычный месяц для вас. Цветы цветут, понимаете? Это не какие-то вам подснежники, это лотос настоящий. Лотос цветет для вас. Ну вот кто-то влюбится и забудется. И зима превратится в весну, такую теплую и добрую. У кого-то по лотосу случится незабываемый опыт в жизни. Такой, знаете, весь волшебный, необычный, такое, чего раньше никогда не было. Ну а кого-то ждет подарок, который вы запомните на всю жизнь, в хорошем смысле этого слова. Лотос прямо на линии судьбы. Очень хороший знак, очень сильный знак. И этот лотос, он прям в вашей судьбе цветет. Что тут скажешь? Это чудесно. Дальше вижу человека. Этого человека вы еще не знаете. С этим человеком вам только лишь предстоит познакомиться, только лишь узнать друг друга лучше. Человек вас сразу привлечет либо своим умом, либо своим стилем, не знаю, внешними какими-то данными, а может быть и то, и другое. Вы прям, знаете, каждое слово от этого человека ловите, но таких умных, таких красивых еще вы не знали. Еще вижу, что с этим человеком вам будет очень легко общаться. И какое-то дело вас свяжет с этим человеком. Может быть, работа, может быть, дело, может быть, человек для вас что-то будет делать, либо вам в чем-то помогать. Ну, прям удовольствие получаете от общения с этим человеком. И знаете, еще вижу, что вы как будто бы мысленно вот так руки к небу возносите и говорите: Господи, спасибо тебе за этого человека. У мужчин отыграется женщина как новая знакомая, а у женщин мужчина отыграется как новый знакомый. Возможно, после декабря что-то прям там и завяжется. Ну вот время покажет. Пока я вижу, что интерес очень сильный, вам этот человек очень нравится, и что-то этот человек делает. Делает важное, ценное, за что вы благодарны этому человеку. Дальше, с левой стороны у вас какие-то возможности появятся, которых раньше и в помине отродясь не было. Но тут что-то влияет, знаете, вот как политическая обстановка, экономическая обстановка. Может быть, даже какие-то вот новости, законы влияют. Из-за этого косвенного внешнего влияния у вас появляются новые возможности. Причем эти возможности растут как будто бы грибы после дождя. И вы так будете, знаете, вот прям не то чтобы волноваться, скорее вы будете очень возбуждены вот этими всеми событиями. Скажете: ну надо же, как все повернулось. Это мое время, да? Как же мне хорошо. И еще какие-то вот люди за вас порадуются. Ну, я так понимаю, что это самые близкие, родные, там, семья, родственники. Как будто бы тоже за вас очень порадуются. Даже будут вас немножечко, ну, типа, подталкивать. Давай, типа, делай, это твое время. Мы там кулачки за тебя держим. Ну, вот, по крайней мере, две какие-то возможности вы точно попробуете. Конечно, нельзя объять необъятное. Конечно, нельзя одновременно там сразу 10 делами заниматься. Но вот две возможности вы точно возьмете. Вы точно их прям на вкус попробуете. У вас глаза будут гореть. Дальше показывают, что вы проявите какое-то небывалое красноречие, умение коммуницировать, не знаю, какой-то спич, может быть, столкнете, может быть, вы начнете как говорить о том, что знаете, что умеете. Вот прям сами на себя будете не похожи. Может быть, вам будет волнительно, может быть, страшно даже будет в какой-то момент. Но вы себя преодолеете.
Вот я вижу, что вы много говорите, и люди вас слышат, слушают, к вам прислушиваются. Может быть, это как-то связано с вашей работой, либо с вашей будущей деятельностью. Может быть, это связано даже с какими-то семейными вопросами. То есть молчать вы точно не будете. Вы будете говорить, и все вас будут слушать. Деньги потратите, показано. Денег потратите больше, чем хотелось бы, либо больше, чем рассчитывали потратить. Да, там сами себе запланировали. Но о тратах своих вы жалеть не будете. Прям совсем не будете. Не могу сказать, что конкретно повлияет на ваше мнение, но вот вы тратите, даже как удовольствие получаете от того, что вы деньги тратите. Может быть, будете покупать подарки там, для своих друзей, родственников, детей. Вот прям, знаете, щедрая душа, да. Может, даже какие-то сбережения свои зацепите, потратите. А может быть, вы целый год собирали, чтобы вот прям устроить праздник для своих детей, для своих родителей. Ну, денег много потратите, больше, чем получите. Это прям факт, извините, но это факт. Я не могу его игнорировать, я должна вам об этом сказать. Вообще декабрь вам этот запомнится. Запомнится какими-то яркими событиями, коих будет много. Тут и ожидаемые события, и неожиданные события. Ожидаемых событий и неожиданных у вас как поровну. То есть и там, либо у вас чередоваться будет. Вот здесь я жду, и оно происходит, и я радуюсь. А тут я совсем не ждала, либо не ждал, да, и оно произошло, и, конечно же, на меня это повлияло. Также вы столкнетесь с каким-то лицом, у вас как противостояние с этим персонажем. Лицом к лицу столкнетесь. Лицо очень злое, против вас как-то агрессивно даже настроено. Откуда эта агрессия? Но мне вот идет как накопилось. Возможно, вы этого человека не замечали, вы не особо контактировали. Может быть, каждый в своей сторонке держался. Но этот человек прям, с него аж капает злоба в вашу сторону, либо с нее. И у вас тут прям стычка с этим человеком. Вас даже как-то разбронять будут, разводить в разные стороны. До рукопашной, наверное, не дойдет. Но тем не менее, вот прям такой негативный момент показан. Возможно, вы четко будете понимать уже, да, без всяких иллюзий, с кем вы имеете дело и кто действительно агрессивно и недоброжелательно против вас настроен. Человек какой-то нездоровый идет, либо с психикой проблемы, либо в принципе проблемы со здоровьем, что влияет на нервную систему, что выливается в такую нетерпимость, в агрессию, да, в такие вот моменты. Но если человек прям болен, есть диагноз, скорее всего, вы как-то так скажете, что я буду драться с больным человеком? Нет, не буду. Просто буду держаться дальше и все, да, как обходить этого человека стану. Это, кстати, очень взрослое и мудрое решение. А этот, кто злится, надолго злобы не хватит, тем более я вижу, какие-то проблемы точно есть по здоровью, либо с психикой. То есть это все даст о себе знать, да, человека надолго не хватит. Дальше вижу улыбки с правой стороны. Вот от чего-то вы будете улыбаться, и те, кто с вами рядом, тоже будут улыбаться. Не могу сказать, что конкретно станет причиной этих улыбок, но улыбок будет очень много. Либо очень долго будете улыбаться, думать об этом, вспоминать, проговаривать и улыбаться. Либо события будут вот прям повторяться, а может быть события по времени растянется, да, и каждый раз вы улыбаетесь. Еще вижу какие-то вот праздничные моменты. Как праздник какой-то, не знаю, у кого-то, может быть, в гостях, может, это корпоративное мероприятие, может быть, вы дома у себя соберете гостей, но вот вы будете сиять и блистать, вот ярче, чем вот эти новогодние звезды, да, которые елочки украшают, вот прям самая яркая звезда. Мужчина, вы тоже будете блистать, как звезды. Просто, знаете, вот вы, наверное, над собой работали, вы, не знаю, скинули вес, сделали хорошую прическу, может, проводили какую-то терапию, что-то вот делали, да? Действительно хороший результат, вам есть что предъявить, вам хочется собой похвастаться, и у вас это здорово получится. Самым таким злючим завистником прям носы поутираете, и эти злючие завистники будут ходить мрачнее тучи. То есть у вас классный праздник, вы сияете, у вас куча комплиментов, а эти завистники ходят мрачнее тучи, да, вы праздник немножко подпортите. Но опять же, были бы они нормальными людьми, они бы так не реагировали, да, негативно не реагировали. Но что есть, то есть.
Дальше. Вижу, что вы даже куда-то будете ездить. Опять же, это как-то с увеселением связано, да, вот увеселительные мероприятия, куда-то поехать, может быть, кому-то поехать, может быть, даже за город, там, не знаю, на дачу, либо куда, где-то катаются, да, на тюбах, либо что там. Раньше санки были, сейчас эти тюбы, еще какие-то вещи придумывают. Ну вот как веселье, как в детстве, очень много положительных эмоций. Вы прям чувствуете, что вы здоровее становитесь. Вообще никакие вирусы не берут, потому что очень классное состояние. У вас вот прям пик эмоций идет и защищает вас от всяких там вирусов и бактерий. Хотя люди вокруг вас могут болеть, и даже некоторые люди могут выпадать из жизни из-за состояния здоровья. Но опять же, вы в хорошем тонусе, вы с хорошим иммунитетом. На вас это так не ложится. Ну, могут быть моменты, что вы там прихвораете, но это прям буквально там сутки, не больше. Но будут люди в вашем окружении, которые прям будут выпадать из жизни, потому что здоровье не позволяет, да, стоически вынести борьбу с вирусами либо бактериями. Это может влиять на вас. Влиять как? Там нужный человек не выходит на работу по состоянию здоровья. Либо на работе нужно работать больше, потому что кто-то из коллег заболел, а работу надо делать, там конец года, надо там подгонять, там что-то, там, не знаю, доделывать. Это может быть. Но вот люди могут болеть вокруг вас. Еще я вижу, что вы можете что-то не успеть сделать, потом будете очень сильно жалеть. Возможно, вы уже что-то задумали, либо у вас есть какой-то план, но вот как-то не хватает времени, чтобы этим заняться, либо не хватает времени, чтобы туда съездить, там, где-то с кем-то встретиться. Смотрите, если прям для вас это очень важно, вы этого хотите, найдите время и поедьте, либо договоритесь. Потому что вы можете не успеть, а потом уже как бы время будет упущено, и уже будет не до этого. Дальше. Ну вот кто встречается, мужчина с женщиной встречается, да, вы как пара. Вот и мужчины, и женщины, тут одинаковое предсказание. Тот, либо та, с кем вы встречаетесь, может сделать вам предложение. Ну, если это девушка меня смотрит, и вы встречаетесь с парнем, то парень будет делать предложение вот руки и сердца, да. Если вы мужчина, который смотрит мою отсыпку, и вы встречаетесь с девушкой, то девушка будет делать вам предложение какого-то серьезного характера, например, давай там съедемся, либо давай вместе куда-то поедем, давай вместе что-то сделаем. То есть она как бы предлагает вам еще лучше друг друга узнать, либо с друг другом что-то вот новое начать. Предложение будет сделано очень красиво, ну, либо человек будет очень стараться, да, вот прям сказку вам подарит. Кстати, вот у кого-то еще жилищный вопрос решится. Для кого это прям очень актуально, да, у вас проблемы с жильем, у вас проблемы там, ну, хотелось бы, да, куда-то съехать, переехать, либо, в принципе, улучшить что-то в своем жилище, у вас этот вопрос решится. Но решится он как-то странно, понимаете? Мне показывают, что вы спокойны до конца, да, вот декабря, вот как вы договорились, там контракт подписали, документы оформили, вы спокойны. Но сам вот этот, например, переезд, либо улучшение произойдет уже в следующем году, то есть в следующем месяце. Не в декабре, да, но вы будете спокойны, потому что вы уже там все проговорили, все документы подписали, у вас уже все готово, да, просто нужно дождаться этого момента. И еще, мои хорошие, я вижу, что вы в декабре вот как узнаете что-то, что будет вам помогать весь следующий год, какую-то важную информацию, может, секретную информацию, может быть, что-то, что можно вот каждый раз пользоваться, применять и тем самым улучшать свою жизнь. Вот вы узнаете, с вами как будто бы кто-то поделится, либо вам вот источник откроется, который вот другим людям совершенно недоступен, а вам он открывается, и вы такая: здорово, как замечательно, теперь я знаю правду, теперь я знаю, как действовать, я знаю алгоритм действий. Вот я вижу, что вы весь следующий год будете этим пользоваться. Каждый раз будете как ребенок радоваться, что вот вы знаете, а кто-то не знает, да, что у вас теперь все получается, а у кого-то, ну, все шиворот на выворот идет.
Кстати, если у вас какая-то конкурентная борьба и конкурентная гонка, то ваш самый вот злостный, главный конкурент сойдет с дистанции. Причем это все как-то органически будет выглядеть. Ну, разные причины бывают. Там отъезд, переезд, что-то личное, да, у человека происходит. Человек просто сходит с этой гонки, с дистанции, там, знаете, как-то все легко решается, и вы думаете, вот этот поворот, вот это мне нравится, да, вот эта судьба мне новогодний подарочек сделала, избавила меня от самого главного конкурента. Но когда этого конкурента не будет, самого главного, все остальные это так, знаете, мелкие сошки. Бояться вам их точно не стоит. Вообще мне идет, что вы лидером станете. Вот особенно если эта конкуренция была в бизнесе, там, на работе, вы становитесь лидером. Вы вне конкуренции становитесь. Так, еще у кого-то в сложную минуту ваши способности откроются. Ну, либо дадут вам помощь. Допустим, да, вот человек родился со способностями, но он про них не знает. И вот будет такой момент, когда вам нужно будет что-то понять, почувствовать, узнать. И ваши способности вам помогут. Ну, допустим, кто-то сможет предвидеть, кто-то сможет предсказать, кому-то вообще вещи сон приснится. А у кого-то, ну, может, получится даже кого-то руками вылечить, да, ну вот разные способности. Вот какой-то момент такой тяжелый мне идет, когда нужна помощь, а помощи нет, и надеяться можно только лишь на себя. Вот именно в этот момент открывается. И это, кстати, станет вот первой отправной точкой к тому, чтобы ваши способности дальше раскрывались. Бояться этого не нужно, наоборот, нужно в себе это культивировать, развивать. И поверьте, это не только вам на благо пойдет, но и тем людям, которые вас окружают. Знакомые, незнакомые, неважно. Вы многим можете помочь. Может, это ваша миссия, да, помогать людям, а вы как бы и не знали про это. Ну, либо если знали, то у вас раньше это не получалось, а теперь начнет получаться. Так, еще я вижу, что вы, ну вот как-то втроем что-то делаете, хорошее делаете втроем. Может, вы 3 подруги, может быть, вы семья из 3 человек, может быть, 3 коллеги, да, вот вы вместе что-то хорошее делаете, что запомнится вам действительно на годы вперед. Вот как-то время будете проводить, либо чем-то, каким-то проектом заниматься, либо какое-то решение принимать, либо совместная вот эта деятельность, да, вот хорошее делаете. Хорошее для всех 3 людей. И запомнится это, на очень долго запомнится. У кого-то еще отыграется, что эта совместная деятельность очень сильно укрепит взаимосвязь между вами. Может, вы постоянно втроем будете ходить, гулять там, и на работу вместе, и после работы вместе. Ну, вот такой момент. Вы не одна, вы не один, вас 3. Еще какой-то страх свой победите. Понятно, что вы все разные, у каждого свои страхи, у каждого свои опасения, переживания. Это что-то, что таким острым камнем в сердце у вас было и периодически вас кололо. Вы ничего не могли с собой поделать. Вот это как страх мне идет, да? Страх, внутреннее состояние, которое, ну, мешало вам, блокировало вас. Когда это нужно, оно вас блокировало. Я вижу, что вы сможете избавиться от этого страха либо путем разговора с кем-то, либо путем самоанализа, либо путем, может быть, даже каких-то и этих медикаментов. Да? Может, это народные средства, успокаивающие средства. Но вот бояться вы точно перестанете. И у вас прям как гора с плеч. Вы такая, опа, больше не боюсь, а теперь мне хорошо, а теперь мне спокойно. Страха больше не будет у вас. А может, в принципе, у вас страха не будет, да? Вы превращаетесь в такого бесстрашного человека, который говорит, да мне уже все понятно, да? Я уже ничего не боюсь, я уже все видел, все видела. Да, страха точно не будет. Дальше вижу человека, который вам раскрывает объятия. Говорит, ну давай, иди ко мне, я тебя обниму. С кем-то будете обниматься, либо это будет вот момент сближения, либо примирения с кем-то через объятия у вас проходит. И вы знаете, тут такая энергетика прям бешеная показана. Вот пробирает с головы до пят эта энергетика. Очень мощный момент в вашей судьбе. То ли у вас с человеком одинаковые полярности, и вы друг друга подзаряжаете, дополняете. Либо это человек такой, знаете, бесконечный донор, который очень много вырабатывает своей энергии. Ну, нужно тоже, да, донору сбрасывать иногда.
Вот. И этот человек сможет вас в нужный момент подзарядить собой для того, чтобы у вас второе дыхание открылось. Но вот не просто так это все происходит. И не просто так именно в декабре. Здесь какой-то замысел судьбы, который я не могу для всех просмотреть, но вот явно что-то есть. Так, еще. Здесь какая-то женщина по рукам получает, причем сильно получает. Руки такие прямо, знаете, как опухшие. Может быть, за воровство, может быть, за какую-то преступную деятельность, за то, что лезла туда, куда не просили, куда не звали. Но вот она прям как наказание получает. Женщина, которую вам даже будет как-то, знаете, жаль. Скажете, ну как-то сильно, да, с перебором, с перебором. Но с другой стороны, возможно, только так эта женщина может понять, что она была не права, да, что вот не надо было так себя вести, и нужно быть все-таки человеком, а не сволочью, да, не животным, там, не кем-то там. Но вот как получит она свое. Может, эта женщина вам вредила, может быть, лезла в вашу жизнь, может, там саботажи какие-то устраивала, может, хотела вам только лишь навредить, но вот она получит. Может быть, даже прямая отсылка к тому, что у нее будут травмированы руки. Да, вот вы поймете, о ком речь идет. Но вам искренне жаль ее. И вы думаете, ну, прям очень жестко, да, вот как-то она пострадала жестко. Так, еще. Здесь мужчину показывают. У мужчины очень правильные мысли в голове. И этот момент, он такой прям переломный в судьбе и в жизни этого мужчины. Может быть, мужчина в ком-то в чем-то ошибался, да? Было ошибочное, превратное мнение. Возможно, этот мужчина действительно жил не своим умом, а чужим умом жил. А теперь у него в голове правильные мысли, и эти правильные мысли, они буквально его продвигают вперед. Будь то связано с личной жизнью, будь то связано с работой, с бизнесом, там, не знаю, с обществом в целом. Здесь мужчина прям за короткое время очень многого добьется. Но опять же, при условии, что этот мужчина не будет смотреть назад и не будет жить по старым каким-то канонам. Вот это прям вообще нельзя. У вас новая жизнь с чистого листа по новым правилам идет, с новыми мыслями. Может, мужчина в себя поверит. Может быть, мужчина, там, не знаю, тоска его отпустит. Может, вредные привычки решит оставить в прошлом. Может, еще что-то, да, сомнения, переживания. Но для мужчины это прям прорывной момент в жизни идет. Если это связано с личной жизнью, то мужчина будет очень счастлив. Также показаны люди, которые будут у вас что-то просить. Просить, ссылаясь на какие-то обстоятельства. Ну, допустим, там, помоги, потому что я одна, я один, мне некому помочь. Либо мне нужно то-то и то-то успеть до там, конца года. Какие-то просьбы будут. Просьбы достаточно обременительные, но просьбы настоящие. То есть люди не придумывают, да, им действительно нужна эта помощь, им действительно нужно ваше участие. То есть тут еще через этих людей вас могут небеса проверять. Вот как вы, отзывчивый человек, вы душевный человек, вы там, равнодушный человек, эгоист человек, да, могут вас проверять. Поэтому тут желательно, конечно, не отказывать в помощи. И если это в ваших силах, да, то помогайте. Тут 2-3 человека вас могут просить. Ну, у кого-то один всего лишь отыграется. Но с такой, знаете, достаточно витиеватой просьбой. Дальше голубка в гнезде. Красота. Кто-то очень красиво украсит свой дом. Просто, ну, обворожительно, умопомрачительно. Не дом, а просто музей красоты, блеска, не знаю, фантазии, чего, сказки. Может, к Новому году так украсите. То есть сами придумаете, сами украсите. Это будет просто волшебно. Вот прям будете кайфовать сами. Каждое утро просыпаетесь, ходите по своему жилищу, по своему дому, квартире и удовольствие получаете. И еще вижу, что прям люди в окна заглядывают. То есть, скорее всего, люди узнают о той красоте, которую вы создали, и очень много людей будет напрашиваться к вам домой, ну, потому что все хотят в этой сказке побывать. Вот прям превзойдете сами себя. Возможно, вы каждый год красиво украшаете свой дом, но в этом году это будет что-то особенное, прям самое удачное. Вы, пожалуйста, пофоткайте, да, и куда-нибудь там в Pinterest, либо на другие платформы. Поверьте, у вас явно есть очень классные задатки там, дизайнера интерьера. У вас классный вкус, прям гениальный вкус. Возможно, это станет в будущем вашей работой, либо подработкой, и это вас может даже прославить.
Кстати, по поводу славы. Видите, вот у человека с огромной такой короной и пером в голове. Кстати, это перо, оно символизирует знак султана. У вас, конечно, оно небольшое, но опять же, да, если мы там разобьем на всех людей, то, в принципе, нормально. Где-то вы прославитесь, где-то вы на себя внимание обратите. Либо вы вот до конца года, до конца декабря обретете заслуженную славу, известность и популярность. Кто-то в своих кругах, а кто-то прямо в международном масштабе. Ну, потому что в наше время, время интернета, это прям очень легко сделать. Ну, главное, чтобы у человека был талант, способности, ну и человек там выделялся на фоне других людей. Не так, как все делают, а что-то вот особенное показывал. Прям триумфальное что-то идет, триумфальное. И это прям на линии судьбы, да, вы к этому долго шли, либо вам это в судьбе было положено, прописано, и вы этого добиваетесь. Хороший знак. Кстати, по знаку султана еще и мечты сбываются. Мечты, да. То, что в голове содержите, то может и исполниться. Дальше. С какими-то тайнами покончите. Ну вот тайны, да, в жизни каждого человека есть какие-то секреты и тайны. У кого-то отыграется, что тайны были от вас, да, кто-то что-то скрывал, секретничал. Вы с этим покончите. Вы всех выведете на чистую воду, вы про всех все узнаете. А у кого-то отыграется, что у вас были свои тайны и секреты. И это вас, возможно, тяготило. Да? Тяготило тем, что там кто-то узнает, там какая-то огласка пойдет, там еще что-то произойдет. Возможно, вы сможете действительно от этих тайн избавиться. То есть вы об этом расскажете, сами расскажете, там, поймаете хорошую обстановку, благополучное такое вот время, когда люди там, на отдыхе находятся, либо в расслабленном состоянии, да, чтобы не было там резких реакций. То есть вы можете и сами во всем признаться, либо заставите тех, кто имел тайны, признаться, и с тайнами и секретами будет покончено. Вот как будто бы вот все ширмы будут сломаны, порваны, и ничего больше не останется. Но это легкость, да, когда человек говорит правду, когда нечего открывать, либо когда нет вот этих подозрений, что кто-то что-то от меня скрывает. Это все-таки легко и приятно, да, когда все вот четко и прозрачно. Дальше. Вас пригласят. Утка. Вас кто-то приглашает, буквально вот за руку тащит к какой-то большой утке. Утка, кстати, плывет у вас прям вправо-вправо и уже в бортик упирается. Может быть, даже сотрудничество. Да? Вот сотрудничество, и речь будет идти о каких-то больших проектах, о каких-то больших деньгах. Но опять же, это на будущее разговор. Вас к этому разговору пригласят, вас к этому проекту пригласят, вас прям будут даже, возможно, уговаривать, да, посотрудничать, либо, может быть, поработать в этой сфере. Если вы выбираете, либо соглашаетесь, поверьте, это утка, что надо утка, никогда не пожалеете. Если вы этим не интересуетесь, у вас какие-то другие планы, проекты, просто поблагодарите, вежливо поблагодарите и следуйте своим планам. Кому суждено на утке кататься, поверьте, в любом случае будет это делать. Так, еще кому-то любимый человек вернется. Не могу сказать, это на совсем, либо на время. Вернется, приедет, да, правильно сказать, приедет. Возможно, вы мама, у вас взрослые дети, которые живут в другом городе, вот они к вам приедут. И будет хорошо, будет праздник, пообщаетесь и прям хорошо проведете время. У кого-то, например, там любимый где-то работает, и его нет дома, он постоянно в разъездах, либо в командировке своей сидит. Вот приедет там на Новый год. Кому-то человек прям совсем с концами, как говорится, вернется и останется рядом с вами. Опять же, любимые люди, это же не только там мужчины и женщины, это и дети могут быть, и родственники могут быть. Такой прям момент очень светлый, как волшебный, да, может, вы уже не ждали, либо вы очень переживать будете, и вот раз тебе и случится. Дальше. И вот здесь нам еще показывают какие-то столы, которые просто вот ломятся от угощений, каких-то явств. И люди просто устраивают вот этот пир живота. То ли вы кого-то так вкусно будете принимать, да, готовить, там, накрывать столы, то ли вас где-то будут так принимать, что прям так вкусно, глаз не оторвешь, рот не закрывается, чавкаете, сидите. Потому что вкусно, вот реально вкусно. Риск набрать
лишние ненавистные килограммы. Но с другой стороны, ну, один раз живем, да, почему бы не покушать? Почему бы душу не отвести, да, вот какой-то такой момент. У кого-то вообще идет, что вот кушать чуть ли не сутки напролет. Уж не знаю, кто так сейчас празднует, празднуют ли люди сейчас, но вот сутки напролет просто вот кушают, кушают и кушают. И все вкусно, 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 непонятно, как куда оно там влазит, да, где оно там трамбуется, но вот все время хочется вкусняшек, да, и вы их едите. Ну, либо вы кого-то будете угощать. Будет очень вкусно, прям вкусно, языке чувствуется. Вспоминать потом будут либо ваши угощения, либо и ваши, и чьи-то угощения, да, потом как бы все это будет в легенды превращаться о вкусняшках. Кто-то, может, специально на диете сидел там 2 месяца, 3 месяца, а теперь душу отведет, да, прям вкусняшек наестся. Но могут быть и последствия, это тоже вы должны знать. Мне по энергетике декабрь идет каким-то таким, знаете, нежным, теплым, волшебным. Месяц, который вот он прям действительно закрывает год, но закрывает вот то, что вы там недополучили, вас там недолюбили, вы что-то не успели сделать. Вот в декабре у вас все это получится. У вас будут возможности это все сделать, попробовать, узнать, получить. И также, мои хорошие, на вас никто не давит. То есть вы делаете свой сознательный выбор. То есть небеса в декабре к вам максимально будут добры и открыты. И вы прям это каждый день будете чувствовать. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.